Ну а началась неделя со знаменательного для всей республики события. 80-летний юбилей отметил первый президент Якутии Михаил Николаев. Его имя знакомо каждому жителю региона. Первый руководитель республики в новой истории России. Он не только стоял у истоков создания региона, но и оказал огромное влияние на дальнейшее развитие Якутии и укрепление ее государственности. Именно он является инициатором переименования республики, учреждения нового флага и герба, создания нового правительства, парламента и Конституционного суда. Михаил Николаев по сей день ведет активную общественную деятельность. И при этом во главу угла он по-прежнему ставит Якутию и людей, в которые в ней живут. Светлана Федорова продолжит. С именем Михаила Николаева связаны практически все важнейшие преобразования, начавшиеся в республике в далеких 90-х годах. Именно в это непростое время, став у руля власти, Михаил Ефимович вывел регион в число передовых не только на Дальнем Востоке. В начале 90-х были определены главные приоритеты в экономической, государственной, социальной, культурной и духовной политике республики. 27 сентября 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете республики в составе России. В свое 80-летие государственный советник республики Михаил Николаев первым в Якутии получил знак за вклад в развитие парламентаризма в республике Саха. Будучи президентом республики, Михаил Николаев провел огромную работу по переводу экономики Якутии на рыночные рельсы. Получила развитие семейная экономика. Только за 2 года населению в виде товарного кредита распределили около 1,5 миллиона голов домашней птицы, 100 тысяч голов скота и лошадей, более 5 тысяч тракторов и автомобилей. Благодаря активной позиции и политической дальновидности первого президента значительно расширились международные связи. Открылись новые факультеты, учебные и научно-исследовательские институты, вузы, кафедры и специальности. Начало именно вот этого зарождения физико-математического движения в нашей республике связано с поддержкой Михаила Ефимовича Николаева открытие физико-математических классов Михаилом Андреевичем. Вот. Ну и будучи уже президентом нашей республики, было сделано очень много и для науки, и для высшего образования, и для общего образования нашей республики. За весомый вклад в развитие образования и науки республики с этого года государственная премия в области образования теперь носит имя первого президента республики Михаила Николаева. Первыми обладателями стипендий стали 5 студентов Северо-Восточного федерального университета и 2 студента Якутской сельскохозяйственной академии. Современная молодежь высоко ценит труд Михаила Ефимовича. Наш университет проводит актовые лекции с участием Михаила Ефимовича Николаева для студентов не только нашего университета, но и студентов среднеспециальных учебных заведений и других высших учебных заведений нашей республики. Также силами нашего университета была проведена олимпиада, посвященная новейшей истории, то есть тому периоду истории нашей Якутии, которая входила в годы правления, в годы президентства Михаила Ефимовича Николаева. С времен работы председателем Верховного Совета Михаил Николаев во главу угла ставит духовное возрождение народа. Он провел большую работу по реабилитации незаконно осужденных и репрессированных политических и общественных деятелей, начиная от Алексея Кулаковского, заканчивая Ильей Винокуровым. В то время этот проект начали реализовать через спектакли Саха-театра. В честь юбилея первого президента Саха-театр вновь начал показ спектаклей о славных сынах якутского народа из Золотого фонда театра. На днях в фойе Саха-театра открыли памятный знак о том, что здание театра возведено согласно указу первого президента Михаила Николаева. До этого больше полувека Якутский театр работал в кафедральном соборе. Строительство нового здания дало новый импульс развитию театрального искусства. Если вдуматься, то почти каждый год появлялись по одной, по 2 учреждения культуры. А если представить, в те времена, 90-е годы, я там начинал работать министром культуры, то инфраструктура, культура не так была развита, как сегодня. Просто сегодняшнее поколение не знает, что не было у нас института артистического, не было высшей школы музыки, не было театра, эстрады. Михаил Николаев уделял большое внимание воспитанию талантливого поколения. Он зачинатель международных спортивных игр «Дети Азии», получивших всемирное признание и патронат Международного олимпийского комитета.
Он инициатор проекта «Музыка для всех», сегодня благодаря которому, начиная с самых малых лет, дети приобщаются к миру музыки. Очень благодарна Михаилу Ефимовичу Николаеву за поддержку. Мы должны обучить не менее 500 музыкальных руководителей в течение этого года. Всех обеспечить музыкальными инструментами и, кроме этого, обучить их, главное, методике работы с детьми раннего дошкольного возраста. Михаил Николаев – один из создателей Северного форума, авторитетной международной организации, объединяющей биополярные и арктические государства и северные территории России, Европы и Америки. Международная общественность высоко оценила его вклад в развитие диалога народов в открытом обществе. Он стал лауреатом международной премии за вклад в сохранение биоразнообразия России. Для многонационального народа республики Михаил Николаев – общепризнанный и духовный лидер. Его жизненный путь – яркий пример истинного служения своему народу. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Владимир Таюрский, Якутия. День за днем.